Итоги года и откровенный разговор на самые актуальные темы. 17-я по счету пресс-конференция президента России продлилась почти 4 часа. Ключевые темы – пандемия коронавируса, внешняя политика, социальная поддержка, демография. Из регионов звучали вопросы о продолжении мусорной реформы и программы переселения из ветхого жилья, помощи многодетным и развитии малых городов. Количество приглашенных журналистов было сокращено из-за противоковидных ограничений. Как всегда, сохранялась главная интрига – чей вопрос прозвучит. Коми дали слово. Ольга Коняева внимательно выслушала все ответы. Война с коронавирусом. Этому посвящена значительная часть пресс-конференции. Россия вышла из пандемического кризиса быстрее, чем другие, даже ведущие державы, отмечает Владимир Путин. Уровень спада экономики был ниже, всего 3%, а скорость восстановления выше. Рекордные показатели в строительной отрасли, в сельском хозяйстве обеспечили себя, сохранили экспортный потенциал. Изменились реальные доходы населения. Если в пандемию был минус, сегодня среднемесячная зарплата растет. Уровень безработицы, конечно, вот мы ставили перед собой цель вернуться к пандемийному уровню, так он стал ниже. Пандемийный уровень у нас был 4,6-4,7%, сейчас 4,3%. Ну вот до конца года, может, чуть-чуть подрастет, будет 4,4. Но это очень хороший показатель работы экономики в целом. Государство поддержало в трудный период жителей. Появились новые пособия беременным, выплаты на первого ребенка, на детей до 3 и до 7 лет. В 2022 году социальные расходы еще вырастут и превысят 4 триллиона рублей. Все ведущие отрасли и предприятия в период ограничений благодаря мерам поддержки отработали не только без боя, но и нарастили объемы. Малый и средний бизнес получил рассрочку по кредитам, льготы по аренде. Выплаты продолжаются и в этом году. За ноябрьский локдаун дополнительно к федеральным в Коми действуют свои меры поддержки для тех, кто не вошел в федеральный перечень, а также организациям, для которых ограничения сохранились. Уже поступило 702 заявки. До конца года средства будут перечислены. Единовременная компенсационная выплата составляет 23 908 рублей. Это один минимальный размер МРОТ, оплаты труда, и плюс средневзвешенный размер районного коэффициента и процентная надбавка. Вот на эти цели мы запланировали, у нас деньги в бюджете, 136 миллионов рублей вот на такие выплаты. Вакцинация от коронавируса в целом по стране 59,5%. Этого недостаточно. Но вводить меры преследования – неприемлемый вариант, заявил Владимир Путин. Терпеливо разъяснять вот наш путь к коллективному иммунитету. Из тех, кто вакцинирован, болеют всего 4% и в большинстве случаев в легкой форме. Президент положительно оценил работу региональных руководителей, получивших во время пандемии возможность самостоятельно вводить ограничения с учетом обстановки в конкретном субъекте. Безусловно, при общем руководстве со стороны федерального центра. В целом, руководители регионов проявили себя в высшей степени ответственно, не боялись брать на себя сложных решений. Со своей стороны правительство, федеральный центр всегда оказывал поддержку тем регионам, которые проводили нужные решения и нуждались в поддержке, скажем, со стороны федерального бюджета. Помощь регионам кратно увеличилась. Вот это взаимодействие между федеральным центром и регионами и дало необходимый, нужный нам результат. Активно звучали голоса региональных СМИ. В основном им достаются места на галерке, но президент увидел всех. Шанс задать вопрос Владимиру Путину был и у 3 представителей Коми. Выбор пал на журналиста газеты «Панорама столицы», руководителя Центра ЖКХ «Контроль» Дарью Шучалину. К слову, ей удается озвучить вопрос уже не впервые. В 2017-м она спрашивала об арктических перспективах. В этот раз поблагодарила за программу переселения из аварийного и ветхого жилья. Аналогов подобной нет. Тем более, что актуальность ее не падает. Каждый год в фонде аварийных домов нашего региона снова прибавляется. А что касается вопроса, как вы оцениваете те условия, которые выдвигаются федеральным центром для регионов, для того, чтобы расселять аварийное жилье? И большая просьба обратить особое внимание на взаимоотношения переселенцев с банками, потому что у очень многих граждан квартиры в домах, которые признаются аварийными, они взяты в ипотеку. Многие жильцы, они покупали, вот, например, несколько лет назад жилье, а вот недавно оно признано аварийным.
Понятно, что регионы хотели бы сократить долю участия в программах, но нужно смотреть ситуацию, в том числе финансовую, в конкретном субъекте. Механизм постоянно перенастраивается, отвечает Владимир Путин. Но жить в трущобах люди не должны. Всегда исходил из того, что аварийное жилье, оно когда-то там при царе Горохе построено или где-то в 50-е годы разваливается, и людей срочно нужно оттуда забирать из этих трущоб. Но тем не менее, такая, если проблема существует, мы с ней разбираемся. Вот. Ну, самое главное, конечно, самая главная часть вашего вопроса – будет ли продолжение этих программ и будут ли выделяться для этого соответствующие деньги. Будут. Программа готовится. Вопрос из Ленинградской области, тоже общий для регионов, так называемая мусорная реформа. Операторы созданы во всех субъектах, количество мусорных площадок и полигонов увеличено в разы. Налаживается раздельный сбор мусора. В целом по стране работа идет даже с опережением плана. Но есть одно но. Люди, которые больше всех говорили о том, что надо закрывать полигоны, они выступают и против строительства мусороперерабатывающих заводов. И сейчас, там, какую карту на точке Ленинградской области не покажи, везде говорят, только не здесь, хоть на Луне. Конечно, всегда есть вопрос, как объяснить людям, что экономическая и экологическая целесообразность заключается в строительстве тех или иных предприятий по переработке. Но надо показывать, как они работают. Ведь современные мусороперерабатывающие заводы, они расположены в центре крупных городов, скажем, в Японии, там в миллионниках расположены, прямо в центре городов. Работают и на экологию, на жизнь людей не оказывают практически никакого негативного влияния. Но надо просто это показать. Нельзя делать в явочном порядке. Повышение демографии – эта тема звучит сразу в нескольких вопросах. Спрашивают о семейных ценностях в обществе, о том, почему рожать не хотят, и как еще государство может поддержать многодетных. Таким семьям выдают бесплатно землю под строительство домов. Но часто этот участок чуть ли не в чистом поле, до которого не добраться. Сейчас встает вопрос о том, чтобы развивать эти территории. Там нужны и больницы, и детские сады, и школы, и дороги. И многодетные семьи очень просят, чтобы в России появилась отдельная федеральная программа, которая бы закрепляла развитие этих территорий, потому что в регионах, к сожалению, недостаточно средств на развитие этих многодетных поселков. И, не знаю, может быть, отдельную федеральную программу сделать под программу в национальном проекте. Этот вопрос важный и может стать одним из направлений программы развития инфраструктуры, ответил глава государства. Субъектам нужно подавать заявки, а федеральному правительству состыковать планы с региональными. Развитие инфраструктуры – это один из драйверов страны, в который предполагается вложить колоссальные ресурсы. И тут важно развивать именно малые города, отмечает Владимир Путин. Связанность территорий, транспортная доступность напрямую влияет на качество жизни россиян. Ольга Коняева, телеканал Юрган.